Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня собрались на кухне, и я хочу приготовить капустный пирог. Значит, у меня здесь на столе. Ну, я взяла капусту 300 грамм, не очень таки много. Так, 3 яйца, уже у меня это сваренные, уже готовые яйца. Зеленый лук. Это у нас получится для начинки. А для теста, значит, я взяла муку. Мука здесь у меня 350 грамм. 2 яйца, кефир 0,5. Ну и сода, соль и сахарный песок. Вот это для теста. Сергей, что молчим? Молчать, конечно же, я не буду. Сначала всем здравствуйте, 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 здравствуйте всем. Да, у нас сегодня пирог. Пирог, а начинка у нас будет капуста. Давно уже как бы не пекли пироги, и в это холодное лето сегодня у нас ужасающий опять холод. Не знаю, 7 градусов или сколько, Маша? Да, вчера было потеплее, вчера вот. Даже я выходила. Очень холодно, северный ветер, и сидим дома. Маша сегодня на огород не вышла, я тем паче дома сижу. И решили испечь к обеду или к ужину, или как получится уже, пока там будем печь, потом он остынет. Этот замечательный пирог с простым рецептом. Вот. Как уже Маша там уже продукты показала, я еще буду просто на экране дублировать сколько и что, просто буду писать, там текстом прямо буду дублировать. Может, кому-то надо озвучивать, а может, кому-то надо, чтобы видели именно запись. Вот все это будет на видео. И первая задача у нас очень мелко нарезать капусту. Как капусту резать, наверное, все умеют. Просто мелкими соломками режете эту капусточку. И все. Это у нас, как уже тоже Маша уже вам сказала, это будет у нас начинка для пирога. Первым делом делаем начинку, так как сам рецепт теста очень простой и быстрый. И в принципе надо сначала начинку сделать, а потом уже все быстренько заварнуть вот это тесто. Ну, у нас капусточка готова. Все. Таком. И потом приступаем к второму ингредиенту. Яйца отварные. Можно ножом резать, можно через яйцерезку. Маша вот на каком-то видео Маша тоже сначала наполовину режет яйца, а потом уже через яйцерезку. И было написано, Маша, что это, говорит, когда через яйцерезку не надо, говорит, резать. Вот ты скажи, почему ты режешь пополам? Мне так удобнее. Просто привычка такая еще. Ничего более. Мне так удобнее. Ну, начинка, друзья, в самом по себе уже вкусная получится. В пироге капуста, не боитесь, что капуста не успеет приготовиться. То есть, если иногда мы сначала, например, в пирожке капусту обжариваем, чтобы она размягчилась. В этом пироге нет. В этом пироге все вместе. Сразу. Тонким слоем должно тесто быть. Угу. Сверху. Ну, мы это, конечно, начинку закроем тестом. Вот, и тесто должно быть тонким слоем. Так. А что сюда еще? А, зеленый лук еще. Что-то я забыл уже. Зеленый лук, укроп,
Но у нас свежего укропа еще нету. Лучок-то, Свободнее еще. да, лучок-то уже свежий, а вот лук, ой, лук-то свежий, да, лучок. А вот укроп нет, укроп еще слишком маленький. Это зимний лук же ведь. А, это зимний лук. М. А так-то лук-то у нас тоже высокий так. Простой лук тоже ведь высокий уже. Не очень еще. Ну, а это зимний лук, оказывается. Но все равно зеленый же он. А укроп еще многовато. Очень холодно, друзья, и все застопорилось. Вот прям застопорилось и все. Ничего не растет. Ну, имеется в виду, быстрыми темпами не растет. Все тепла ждут, как, наверное, потом как из пружины выстрелить, потом все в рост пойдет быстренько. Ну и, естественно, этот лучок тоже идет в нашу, так сказать, начинку. А укроп замороженный, друзья. Все еще замороженный используем. Где-то, конечно, на югах там уже и, может, даже в средней полосе уже все есть. Ну, у нас пока так. На улице 7-8 градусов, по ночам вообще 0, 1, там +1, +2. И все стоит. Ну, а этот замороженный укроп ничем не уступает вкусу, он как бы тоже свежий. Видите, какая красота в начинке. Ну и еще посолим. Ну, солить, я думаю, тоже все знают свою меру, все кому как привыкли, свою меру солености у своих родных. И вот так. Это все перемешаем. Все, начинка у нас для пирога готова уже. А теперь будем готовить тесто. Так, для начала включим духовку. Так, на 180 градусов. Так. А теперь мы будем делать тесто. Значит, разбиваем 2 яйца. И сюда высыпаю соль. У меня здесь чайная ложка. Пол чайной ложки соли. Это все размешаем венчиком. Сюда добавляем кефир. Ну, у меня здесь 0,5 литров, миллилитров. Полностью выливаю сюда кефир. Так. Беру, значит, соду. У меня чайная ложка соды и сахар пол чайной ложки. И все сюда высыпаю. Соду не гасим, так как там кефир. Все размешиваем. Процесс пошел. Сода свое дело делает. Все зашипело уже там. Все зашипело. Ну а дальше высыпаем муку. Напоминаю, 350 грамм. 350 грамм муки. И буду еще там записывать на видео. Мне, друзья, если будете обижаться, что там под описанием нету рецепта, что все такое, если честно, мне писать как бы после того, как фильм монтирую, мне лень потом писать. Я лучше при монтаже это все на видео запишу, прямо на экране. В принципе, повторить несложно. Там что там,
записал, так и все. У меня вот как-то так получается. Ругаете, правда, зрители, я знаю, и, наверное, это и вы правы в этом, что не пишу рецепты. У нас как-то больше видео рецепт получается. Так, 350 грамм муки Маша все положила. Сейчас, если понадобится, потому что мука ведь она такая штука. Одна мука более густой получается тесто, столько из одного и того же граммажа. Так ведь, Маша, да? Да. Правильно, я в этой тематике, конечно, не очень, но примерно понимаю. Иногда, когда мама печет, тоже раньше пекла, вернее, сейчас она уже состарилась, да не может печь. И тоже от муки, вот я по опыту, маминому опыту, говорю, что мука разная. Иногда из этой муки тесто получается густое, иногда сколько ни клади, все равно получается жидкое. И хлеб тоже не очень поднимается. От муки много чего зависит. Ну вот примерно там какого состояния, ну-ка покажи мне. Ну как очень густая сметана получается. Во. В принципе, с этим тестом можно любые пироги печь. Мы сегодня вот решили там, помните, мы там пекли с грибами пирог с заварного теста. А этот пирог будет с капустой, с яйцом и капустой. Вообще шикарно. Ну вот, вроде как тесто готово. Вот такое тесто. А теперь мажем сливочным маслом. Ну, я вот взяла такую форму стеклянную. Масло такое мягкое, она не растаявшая, а мягкое. Такое масло. Просто размягченное при комнатной температуре. Ну и сюда выльем половину теста. Распределим по форме. Этот пирог не должен быть толстым, друзья. Так, выкладываем сюда начинку. Распределяем. Начинка, друзья, немало. Нормально так. Может, на второй, на На еще второй один. пирог, да. Что-то больно, смотрю, да, очень много получилось начинки. Наверное, скорее всего, это уже на второй пирог пройдет. Останется. Больше, наверное, 300 грамм маша было там. Вроде как. Ну, или это маленькая у нас форма поменьше, может быть, из этого. У нас, друзья, капуста осталась. Ну, возьмите 200 грамм. Не 300 грамм, как мы, а 200 грамм возьмите. Форма у нас такая где-то 30 на 20 сантиметров. Так. И закрываем этот благополучно все. Вот это второй половиной теста. Аккуратненько закрываем. И опять же не спешим. Вернее, спешим медленно. Кто-то написал в комментариях. Спешите медленно. Вот так и есть. Спешим медленно. Видите, как все ровненько закрывается. Даже, думаю, если этот остаток капусты вы положили, наверное, и нормально было, Маша, да?
Что-то мы... Ну, в принципе, вот все, друзья, вот. Выровняли наш пирог такой. Все. Духовка у нас готовая. Уже все, она нагрелась до 180 градусов. Что будем отправлять? Да, на 40 минут отправляем в духовку. Давайте мы, друзья, отправим на спа-процедуру наш пирог. Пускай готовится. И потом будем угощаться прекрасным пирогом. А теперь подождем. Время подошло вытаскивать наш пирог. Ой, я с нетерпением жду, друзья, потому что в доме такой стоит аромат, невероятно вкусный, невероятно... О, пирог-то, смотрите. Смотрите, пирог какой он румяненький. Толстенький, румяненький. Вот так. Видите, как все? И, конечно же, он внутри пропекся. Видите, какой красавец. Но дать надо ему остынуть. Пусть сначала постоит, остынет, и потом будем пить чай. С пирогом из капусты. Я прямо кусочек сразу, без этого, со сметаной сразу в плиту. Так, думаю, Маша тоже не откажется от этого, да? Со сметаной кусок пирога с капустой. Ну, Сейчас подождем, друзья, потом будем уже, пускай немножко остынет, там же он допекается еще внутри, пока он горячий. Потом будем разрезать и показывать, что там в разрезе и что как пирог выглядит. А у нас еще, друзья, такой момент. Ну вот, захотелось мне хотя бы одну шанишку. Маша оставила тесто с этого пирога. Поближе даю. Вот смотрите, по чередке такую вот сметанку положила, ложечку, температуру 220 и тоже в духовку. Ну, захотелось мне вот одну хотя бы шанишку такую, заливную, или как она, как эта шаньга называется-то? Мучная шаньга, вот так. попробуем. Да, что получится, потом тоже покажем. Шанишка там ждем, шанишка там, ну, шанишка быстро она должна испечься. Вот. Немножко опять снова будем жаловаться на нашу погоду. Очень прохладная погода, очень холодная погода. Не знаю, ну, может быть, в конце недели, может быть, так-то еще не потеплеет. Но, как уже говорили, что ничего не растет. Ничего не растет, все остановилось, как бы все замерло. Помидоры, вот, Маша, что там они делают? Расскажи, как ты их спасаешь во время мороза? Мы посадили их в надежде на прогноз погоды. Сколько раз писали, что это лето будет такое жара, говорят, 150 лет такой жары не видели. И мы посадили все помидоры на открытый грунт. Вот скажи, как ты спасаешь, Маша? Расскажи, пожалуйста. Ну, как я. Сделали колышки. Вот, под каждым кустом у меня такие высокие. Для завязи или для привязи, или как правильно? Так? Да, чтобы завязывать помидоры. Вот, и, ну, потом на эти колышки и пленку натянула. Вот. Хотя немножечко все равно, да, холод все равно держит. Там вроде бы не так уж, можно сказать, холодно. Все равно от заморозков как-нибудь, да, это спасает от заморозков. Вот, а так у меня, значит, кабачки, все под колпаком. Георгины вынесла, георгины тоже ведро туда накрыла ведром. У всех у нас здесь Нюшере так, наверное, потому что холода такие, и боишься тоже, что вот замерзнут. И ничего не растет, все стоит на одном месте. Вот. Ну, думаем, что на неделе может потеплее. Надеемся. Да. А слушай, а как ты вот с поливом вышла из ситуации, выходишь с поливом? С поливом. Вчера вот
вроде бы как теплее было, чем сегодня. Сегодня опять вот такой это морозец. Вчера вроде бы солнышко выглядывало, ну и ветер такой средненький, нормальненький был, как бы не очень такой холодный. И я после обеда полила горячим, топила печку на улице. Вот, и теплой водичкой в парнике там поливала, помидоры поливала, кабачки тепленькой водичкой, а остальное, конечно, потом все из колодца водой. Вот. В парнике у меня, получается, я по 3-му разу уже посадила огурцы. Где-то в интернете прочитала, что жмых, горчичный жмых помогает. Вот нужно поехать в город и купить этот, если найду, конечно, этот горчичный жмых. А на следующий год я, друзья, решил так: Маша, если там будем нормально все это сажать, я хочу убрать этот грунт с парника вообще, завести новый грунт, убрать там возле этого траву этот пырой, покоми, как по-русски, покоми пырой трава, вот эта зелененькая, такая широкими листиками. По-русски не знаю как, вот его надо убрать. Дальше застелить пленку, засыпать гравий вдоль парника, чтобы это самое не могли туда, и обработать вокруг парника. Осока? Нет, осока это эжер покойный. Пырой, я не знаю как он называется, но покойный пырой, он такой, вот этот, эту траву очень любит, вот этот как раз проволочник как раз эту траву любит. Вот. Ну, многие нам уже посоветовали, спасибо вам большое всем, которые на прошлом видео посоветовали, как избавляться от проволочника, но в основном этот метод, он применяется осенью, но у нас уже посадили, сейчас уже надо ждать осени, и тоже эти варианты все испробовать, конечно, но я кардинально решил, что землю весной буду убирать и заносить новую, грунт из-под парника, вещь. Практически полностью уберу. Вот так. Ну что, вот поболтали, рассказали, пожаловались на свою погоду. Друзья, кто живет на юге, не жалуйтесь, что у вас жарко. Ой, быстро этот холод надоедает. Ой-ой-ой. Вот. Пускай лучше уже будет жарко. И нам тоже немножко поделитесь с вашей жарой. Как раз будет и вам хорошо, и нам хорошо. Ну что, все, будем доставать сейчас уже шанишку, посмотрим там как, и пирог еще будем разрезать. Сейчас вытащим наш пирог, друзья. Вытащим и перевернем. Так. Эта доска, правда, неудобная. Она такая сгибается, надо деревяшку. Видите? Ну, доска неудобная просто. Деревяшка надо. Горячая еще. Не остыла еще. Ну все. Видите, пар идет такой горяченький. Все пропекся везде. Видите? Снизу, сверху все румяненько. И вот у нас такая форма есть для пирога. Не знаю, там поместится, нет? Вот, Маша. Поместится? Держи вот снизу. Оп. И все. Все на месте. Как раз в аккурат. Главный сегодня на нашем столе пирог с капустой от Марии Олеговны. Да, потом будем пробовать. Красотища и вкуснотища. Гита моя шаньга. Гита моя шаньга. Забыли мы про шаньгу, а шаньга сгорела. Сгорела, да? А, нет? Нет? Ну-ка покажи. Тоже уже покажем. Вот такая шанишка со сметанкой. Смотрите. Сейчас со сливочным маслом это смажем тоже. И замечательно будет. Маслице для шанишки это всегда суперски. Смотрите, какая румяненькая. Не пригорела. Мы забыли про эту шанишку-то. Думал, пригорела. И пирог, естественно, тоже смажем, конечно.
она будет и мягче, корочка такая. Она и так мягкая. Ну-ка, пальчиком, Маша, покажи, какой корочка. Видите? Видите еще какой мягонький? Ничего не подгорело, друзья. Все румяненько, аккуратненько, румяненько. Прям красота. Песня, а не пирог. Время, друзья, пришло резать наш пирог. Как он мягко режется. Что интересно там внутри? Капуста. Ну-ка. Ух ты. Начинка там видно. Такой слой, жирненький слой начинки. Ну и пирог он, после того как вытащишь, он будет остывать, он немножко садится, да? Я правильно объясняю? Да. Он немножко должен садиться. Это так и есть. Он должен садиться немножко. И этот пирог не должен быть толстым. Потому что если будет он толстый, он не пропечется. Я вот Машину мысль правильно вроде изложил, так ведь, Маша? Вот. Все, давай пробовать на вкус. Я сейчас это самое тоже... Сейчас сметану еще достану. Ой, не представляете, друзья, полный рот у меня слюней. Полный рот. Вот, пробуем. Маша пробует пирог. Ах, какой он славный. Не беда, ческать, да. О, сегодня к ческаду еще, говорит, нежный, говорит, и такой мягкий, нежный и ческый. Ческый значит вкусный. Ой, я так тоже захочу. А сметанку, ты забыла сметанку. Ешьте, друзья, сметаной. Это обязательное условие этого пирога. Конечно, я сейчас тоже буду второй кусочек, я тоже буду есть, кушать. Вообще чувствую. А тесто не беда. А тесто вот... Тесто вообще как даже не чувствуется, такое вот нежное. Очень вкусно. А вот тесто, с этим тестом можно разные начинки еще я добавлю. Разные начинки добавлю и повторюсь. Попробуешь потом. Шаньгу обязательно попробую. Так. Может, я тоже укушу. Пускай за кадром, но я тоже укушу. Но я без сметаны, правда. Давай я укушу. Пирог. Ох, он горячий, да? Немножко, наверное. Дотянись, есть. Не беда. Он горячий. Такой мягкий. Маша вкусный. сказала правду. Это безумно вкусный пирог. Я по аромату... Да, я этот пирог знаю, конечно, уже. Маша-то наливные эти пироги она печет с разными начинками. Мы с грибами тот раз готовили. Этот у нас пойдет с капустой тоже. Давай еще укушу. Пожалуйста, один раз еще укушу. За камерой. Как начинка попадает, а само тесто действительно очень мягенькое. Друзья, обалденно. Я чавкаю. Советуем всем. Однозначно готовьте этот пирог. Сегодня же, даже сегодня, вечер уже, да, успеете приготовить, потому что минут 40 уделить времени это немного. Успеете еще, приготовьте. А если не сегодня вечером вы приготовите, завтра с утра пеките. Пеките своим родным, пеките своим близким и себе на угощение тоже. Внукам, детям. Пеките и угощайте таким пирогом. Замечательным пирогом. Вот такой пирог. Вот так. Шанишку надо уже я потом с чаем буду. Я не буду уже пробовать, конечно. Я буду сейчас действительно этот кусок сейчас за секунду. Раз, и его не будет. И чай налью себе, и тоже буду. А я не буду, на камеру уже не буду появляться. Я не пострижен, мне надо постричься, Маша.
Что-то лохматым не хочется даже на камеру показываться. Вот так. Ну что, говори финальную часть этого рецепта. Советуешь, не советуешь? Да, советую приготовить. Попробуйте, сделайте. Я знаю, что все делают по-своему. Ну, попробуйте наш вот этот рецепт, как мы сделали. Тоже понравится. Вот. Ну, а я, и мы, вернее, говорим вам, друзья, до свидания, до новых рассветов. И пускай они будут всегда добрыми и вкусными. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Смак. Очень вкусно. Чус кид. Если короче.